Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Акценты». Я ее ведущая Екатерина Токамбаева. С 1 октября, Международного дня пожилых людей, в Кыргызстане традиционно повышают размер пенсии. Но в этом году увеличение совсем нетрадиционное. Сумма повышения варьируется в среднем от 1700 до 3400 сомов. Такой значительный рост пенсии в стране происходит впервые. Как узнать самому, насколько подняли тебе пенсию? Всем ли ее увеличили? Во сколько стране обошлось это повышение? Вот вопросы, которые будем обсуждать сегодня с начальником управления по работе и общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Мукамбетовым Дженишбеком Уркалыевичем. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Давайте напомним зрителям номер телефона 59 20 55. Сюда можно звонить и задавать интересующие вас вопросы. Ответы обязательно будут. Обязательно поступят. Давайте начнем с самого главного вопроса, который сейчас, наверное, волнует всех. Пенсии уже скоро начнут выдавать. У нас в стране чуть больше, чем 735 тысяч пенсионеров. Действительно ли, что всем подняли сейчас пенсию? Спасибо за вопрос. Действительно, всем подняли, в зависимости от вкладов в пенсионную систему. С 1 октября, как вы знаете, у нас с 2017 года было внесено изменение в закон о государственном пенсионном социальном страховании, в соответствии с которым ежегодно части пенсии, базовые и страховые, индексируются. И таким образом, путем индексирования повышение пенсии происходит. В этом году тоже не стало исключением. В этом году 9 сентября было подписано постановление, принято два постановления, 504 и 505, в соответствии с которым базовые части пенсии и страховые части пенсии повышены. Как происходит повышение? Базовая часть пенсии до повышения установлена была в размере 1780 сомов. С 1 октября данный размер доводится до 3170 сомов. Это разница, если так посчитать, это 1390 сомов. Это у кого полные размеры пенсий. Ну, в этом случае нельзя забывать и тот факт, что мы до этого года ежегодно индексировали базовую часть пенсии. Поэтому у кого-то она может быть не 1780, а 1880, 1980. То есть мы заранее уже были проиндексированы, просто эти размеры будут доводиться до 3170 сомов. Кроме этого, страховые части пенсии повышаются на 15%. В прошлом году данное повышение составляло всего 8%. В этом году изыскали средства, и за счет них мы повышаем страховые части пенсии на 15%. Базовая часть пенсии – это гарантированная государством часть пенсии, поэтому она финансируется за счет средств республиканского бюджета. И на эти цели на 3 месяца 2022 года, это октябрь, ноябрь, декабрь, предусмотрено средства из бюджета 3 миллиарда 83 миллиона сомов. И за счет средств пенсионного фонда 1 миллиард 341 миллион сом будут направлены на повышение страховых частей пенсии. Базовая часть пенсии после повышения она будет выплачиваться с 10 числа, так и как страховая часть пенсии. Всех волнует именно размеры страховых частей пенсии, потому что у всех какие-то непонятные вопросы, когда начинаешь говорить, что есть базовая часть пенсии, гарантированная государством, есть страховые. Все спрашивают, а что такое страховые? Страховые части пенсии – это те средства, которые наши пенсионеры выработали путем отчислений, выработали стаж, и за счет этого исчисляется первая страховая до 1996 года, а после января 1996 года все те средства, поступающие на счет страховой, они исчисляются как вторая страховая. Поэтому в сумме они дают страховые части пенсии.
Поэтому от размера пенсии элементарным образом нужно отнимать базовую часть пенсии. Если есть компенсационные выплаты за электроэнергию, то эти выплаты тоже, потому что они тоже финансируются за счет республиканского бюджета. Есть, кроме этого, надбавки к пенсии, которые выплачиваются вместе с пенсией. Поэтому вот эти все вычеты сделаете, остается страховая часть пенсии. Допустим, человек, если 10 тысяч получал, ну, элементарно, то базовая часть пенсии в его размере составляет 1780. Отнимаем данную сумму, получаем 8220. Это умножаем на 15%, это порядка 1233 сомы, это страховая часть пенсии, плюс доведенная сумма разницы базовой части 1390. Итого человек получает после повышения 2623 сомы. Это вот, да, составляет общую сумму повышения. Потому что две части по отдельности перерасчитываются, ну, суммарно прибавляется общий итог. Допустим, если 5000 получал, то в обязательном порядке для пенсий, которые получают ниже прожиточного минимума, то есть до 4000, у них в обязательном порядке в размере пенсии есть компенсационная выплата за электроэнергию. Вот эта выплата тоже отнимается, поэтому если у кого-то 5000, то путем как бы вычета остается 3020, это страховая часть пенсии, на 15 это порядка 453 сома, плюс разница базовой 1390, итого общая сумма повышения для пенсии примерно 5000 составляет 1843 сома. На эти цели направленные суммы с 10 числа будут начато финансирование, потому что мы уже всегда говорим, что по закону, по требованиям закона у нас указано, что пенсия выплачивается за истекший, но несмотря на это мы за текущий месяц выплачиваем. В тот раз в каком-то эфире программы прозвучало, что с ноября повышенный размер вы получите. Это неверная информация. Мы уже завершили полностью по республике во всех региональных управлениях перерасчеты пенсий и сейчас готовы к выплате пенсии. С 10 числа кто получает на почте, они будут в новых размерах получать через почтовое отделение. Кто получает в банке, то через банковские учреждения. Никаких загвоздок не должно быть. Предусмотренные суммы есть, и с уверенностью мы можем сказать, что с 10 октября за октябрь месяц в повышенных размерах получат. Давайте теперь еще более детально разберем повышение. Самое существенное увеличение, оно происходит в базовой части. Действительно ли, что до этого повышали базовую часть только тем, кто не доходил до прожиточного минимума, и то не очень много, 10%. У нас поступил звонок, поэтому мы вопрос пока отложим. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, вы в эфире, говорите. Ага. Будьте любезны, я вот прослушала, можно повторить? У меня 6857 пенсии. А сколько я получу уже вот после 10-го? Порядка 2000 сомов прибавка будет. Более подробную информацию вы можете после 10 числа уточнить непосредственно по вашему документу, потому что у каждого стаж индивидуальный, у каждого зарплата была индивидуальная, поэтому вот так приравнивать и говорить, что у всех одинаково, это неправильно, поэтому мы всегда говорим усредненные данные, поэтому мы, вот вы вначале озвучили, что от 1700 до 3400. Может быть даже больше, у кого размер пенсии составлял более такую ощутимую сумму, то у них будет прибавка 15% страховых, это составит большую сумму. Я вот вначале озвучил, что кто 10 тысяч, у них 1233, у кого-то 20, тогда еще больше будет. Поэтому
зависит от размера пенсии непосредственно. То есть вот 6857 сейчас пенсия, и, возможно, 2000 прибавка, но, возможно, еще больше, да. если там выслуга лет большая, если социальные отчисления большие. Ну, у были нее, за жизнь. наверное, примерно в районе 2000 будет, потому что я вам рассказал, при размере 5000 1843. Возможно, из-за того, что у нее 6 с чем-то, будет немножко больше. Поэтому это усредненные данные, на это ориентироваться нельзя, потому что у каждого будет индивидуальный расчет и новый размер. Ну вот давайте вернемся к нашему вопросу. Повышение базовой части. Раньше не очень много поднимали, на 10%, и то только тем, у кого не дошла до прожиточного минимума. А сейчас мы уравниваем, да, получается, базовую пенсию? Да, примерно получается так, что мы, почему базовую часть увеличивали для тех, кто получал ниже прожиточного минимума. Потому что оно как инструмент социальной защиты поддерживается государством. Поэтому в 2018 году на 100 сомов, не менее 100 сомов, в 2019 не менее, в 2020, в 2021 году на 10% было увеличено. И поэтому базовая часть до этого была проиндексирована, часть населения, кто получал ниже ПМП. Кто получает выше ПМП, 3 ПМП, да, прожиточного минимума, у них вообще базовая часть не назначается. Это вот считайте на сегодня примерно 6500, по-моему. Если 3 прожиточного минимума превышает страховая часть пенсии, то ему базовая часть не устанавливается. Но вы правильно подметили, что мы доводим базовую часть пенсии до 3170 сомов. Но есть категория лиц, которые не выработали по каким-то обстоятельствам необходимый стаж, у них пропорционально базовые части пенсии будут также повышены. Не в полном размере, а из-за того, что они не выработали необходимый по требованию закона стаж. Есть такая категория, но мы всегда их не забывали, поэтому вот ранее сказал, что у них и страховые части мы доводили до определенной минимального предельного уровня, допустим, до 250 сомов. Если у них фактически повышение составлял 80 сомов, мы автоматически давали 250-200 сомов. Вот это есть как это. Поэтому в этом году... У нас уже звонок поступил. Хорошо. Еще один. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к вам. Давайте. Я военный пенсионер, подполковник в отставке. Как будет получаться размер пенсии у военнослужащих? Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, данное постановление касается только кто получает по гражданскому законодательству, то есть о государственном пенсионном социальном страховании. Военные пенсионеры, вообще силовые структуры, пенсионеры финансируются за счет республиканского бюджета, и у них закон о пенсионном обеспечении военнослужащих. Есть в каждом ведомстве свой пенсионный отдел, но вот данное повышение коснулось только тех, кто вышел по стажу, производил отчисления в пенсионный фонд, поэтому, к сожалению, военных это не касается. По тому же принципу, наверное, она не касается тех, кто по инвалидности, да? Нет, в инвалидности есть, Значит, которые тоже повысят. по линии социального фонда оформлены. У кого есть стаж, они у нас получают. Поэтому их тоже коснется повышение. И кроме этого, по возрасту, по инвалидности есть по случаю потери кормильца. Все эти категории получат повышение. Как вы знаете, в прошлом году, в октябре месяце и в январе этого года были повышены базовые части пенсии по случаю потери кормильца. Поэтому у них сейчас будет только повышены страховые части пенсии, потому что они уже получали до этого повышения.
Поэтому их коснется только повышение страховой части пенсии по случаю потери границы. Вот мне сейчас сообщают, что поступает очень много вопросов относительно, опять же, как самому рассчитать. Видимо, не все вовремя включают телевизор. Давайте вот послушаем сейчас еще одну такую Хорошо. нашу зрительницу. К сожалению, уже звонок оборвался. Ну, давайте вот расскажем. Как, во-первых, наверное, здесь в первую очередь возникает такая сложность, как узнать, получает, допустим, человек 6100, что из них базовая часть, что накопительная, а потом как и на что Да, умножать. в самом деле 6000 в этом размере может быть компенсационная выплата за электроэнергию. Базовая часть мы уже сказали, что она составляет, было установлено 1780. То есть мы берем 1700. Убираем данный размер, убираем компенсацию, и остается страховая часть пенсии. Этот размер увеличится на 15%. Вот элементарно это есть повышение страховой части пенсии. Что касается базовой, оно автоматически доводится до 3170 сомов. То есть высчитывается разница, которая была до установлена и после. Поэтому путем суммирования двух частей мы получаем общий размер повышения. Ну, приблизительно, наверное, каждый уже смогли посчитать, я так думаю. Вроде объясняем, если какие-то вопросы действительно по расчетам есть, вы можете непосредственно по пенсионному документу. Вот еще один вопрос к нам поступает сейчас. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Я инвалид третьей группы. Сколько добавили третьим группам инвалидам? А стаж Можете есть? сказать? Добавили ли третьим группам инвалидам? Стаж работы у вас есть? Ну, вопрос понятен, но я просто нормы закона озвучу, чтобы было понятно, потому что третья группа инвалидности считается трудоспособным, поэтому при назначении пенсии инвалидам первой и второй группы назначается как пенсия по возрасту в полном размере. Инвалидам третьей группы к выплате направляется только 50% от начисленной суммы. Поэтому здесь тоже, вот допустим, если 1390 сомов, будет прибавлено уже 50, потому что она будет получать только 50%. Есть в законопроекте у нас, чтобы инвалидам третьей группы базовую часть пенсии назначать в полном размере. Но это проект, поэтому если она пройдет, то они получат базовую часть пенсии по полном размере. Пока по нормам действующего законодательства базовой страховой части пенсии инвалидов третьей группы 50% к выплате направляется. То есть сейчас у них какая пенсия в среднем у инвалидов третьей группы? Ну, получается, если, допустим, общий размер составляет 6000, у них к выплате 3000 идет, потому что 50%. Поэтому, исходя из этих норм, мы будем начислять им размеры пенсии. Ну, повышение будет, но немножко в другом размере. Еще один вопрос у нас. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, вот вы говорите, тому уравняем, тому не уравняем. Вот я 45 лет проработала на работе, да, и получаю меньше, чем кто-то не работал. Перед пенсией вышла на пенсию, и, пожалуйста, она больше меня получает. Как вы там считаете? Как вы там уравниваете? Я не понимаю. Все мозги я сама выработала, а теперь получаю очень маленькую пенсию. Спасибо, сейчас будем отвечать. На самом деле все зависит от данных каждого индивидуально. Говорить, что кто вообще не работал и получает пенсию, это немножко неправильно, потому что мы, исходя из данных, тем более после 1996 года, все фиксируется в автоматизированной системе персонификации, и каждому индивидуальный подход.
Если человек вырабатывает необходимый стаж, кроме этого, если зарплата хорошая, значит и пенсия будет хорошая, потому что вторая страховая часть пенсии – это как раз тот размер, который непосредственно зависит от не только от стажа, а непосредственно от суммы отчислений в пенсионный фонд. Чем больше платишь, то есть работает принцип страхования. Как вот мы жизнь страхуем, недвижимость и так далее. Здесь тоже пенсионное страхование. Поэтому чем выше зарплата, чем больше отчислений, тем больше и размер пенсии. Это непосредственная зависимость от этого. Поэтому те лица, которые не имеют стажа страхового, они получают с государственного бюджета через Министерство труда, соцобеспечения и миграции социальное пособие по возрасту. Поэтому они к нам уже не имеют отношения. Если нет стажа, они идут туда. Но там возраст выхода на пенсию 65 лет мужчины и 60 лет женщины. А так у нас общий установленный возраст выхода на пенсию 63 года мужчины, 58 лет женщины выходят. Есть досрочные пенсии, которые в 60 и 55 назначаются тем лицам, кто больше выработал стаж. Ну, давайте 40 об этом лет. чуть позже. А сейчас у нас звонок еще один поступил. Добрый вечер. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте, я по поводу... Могу говорить, да? Добрый вечер. Я бы вот хотела бы задать от имени всех врожденно глухих людей. Они получают 50% пенсии, понимаете? 50% пенсии, которым уже за 45, у них есть немножко стаж. Но когда вот добавляют вот в год раз, им добавляют всего 50%. Эти люди не слышат совсем. Их на работу даже не берут, не могут устроиться на работу. Как им жить на эту мизерную пенсию? Можно ли донести вот до вышестоящих? Я как раз таки буквально минуту две назад объяснял насчет этого, что у нас сейчас есть законопроект, который будет защищать права именно инвалидов третьей группы. Я нормы действующего закона сказал, что действительно там к выплате идет 50% от начисленной суммы. Поэтому есть такой проект. Если пройдет, то в ближайшем будущем мы пересмотрим размеры пенсии именно инвалидов третьей группы. А этот законопроект, он сейчас на какой стадии? Сейчас сделан? на рассмотрении в кабинете министров проходит стадию согласования с министерством и ведомством. Дальше пойдет уже в ЖК. Мгм. У нас еще один звонок. Сейчас свяжемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а можно прожить на пенсию в 1700 сом? Вот у меня такая пенсия. А в связи с чем у вас такая пенсия? Просто если у вас нет требуемого стажа по законодательству, оно, видимо, так и составляет. По требованию закона женщинам 58 лет требуется для назначения полной базовой части пенсии 20 лет. Возможно, при неполном стаже у вас пенсия. Потому что при неполном стаже базовая часть пенсии пропорционально рассчитывается, сколько у человека имеется стаж. Если требуется 20 лет, если у человека 10 лет, то, естественно, будет половина только выплачиваться. Давайте конкретику внесем. Какой сейчас размер средней пенсии и после повышения он станет примерно? Да, до повышения мы говорили, что 735 тысяч пенсионеров, до повышения средний размер пенсии по данным, по расчетам составляла 6093. После повышения и базовых, и страховых частей пенсии в среднем
повышение составит 8080 сомов. Это примерно по сравнению с началом года на 33% повышение составляет. Если вы помните, в прошлом году у нас на эти цели направлены были средства примерно порядка до миллиарда сомов. В этом году на 3 месяца она составляет 4 миллиарда 424 миллиона сомов. То есть потребность, если месячная в сентябре месяце составляла 4,5 миллиарда на выплату всех пенсий, то в октябре оно уже составит порядка 6 миллиардов сомов в месяц. Очень заметно, Да. да. У нас Поэтому- еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня слышно, да? Да, слышно хорошо, говорите. Добрый вечер еще раз. Я хотела бы узнать вот по поводу пенсии. Вот я вышла с детьми, у меня надбавка всего лишь вышла 400 сомов. А почему? А так я и работала всю почти сознательную жизнь, но у меня почему-то в соцфонде дали, с детьми я вышла. И сейчас у меня надбавка всего лишь 400 сомов. Вот как это объяснить? Можно, пожалуйста, такой развернутый ответ? Благодарю вас. 400 сомов не должно быть, если вы полностью выработали необходимый стаж. Поэтому нужно будет индивидуально проверить. Вы запишите номер телефона, телефон доверия, который непосредственно я сижу, 54 33 16. Есть еще другой телефон 57 66 61. Короткий номер 416, да? 1202 это колл-центр, а 54 33 16 это мой номер. Поэтому позвоните, свяжитесь со мной, я постараюсь помочь и разобраться, потому что по вашим документам нужно будет рассмотреть, какой расчет был произведен. А вообще вот возможны ошибки при перерасчетах? Ну, уже мы пришли к тому, что сейчас все делается автоматизированно, поэтому погрешности по перерасчету не должно быть, потому что оно проверяется программой. Поэтому, да, были до этого, когда мы все делали вручную, где-то человеческий фактор, ошибки выявлялись. Но сейчас мы идем к тому, что все приводится в соответствие. Никаких ошибок не должно быть. Еще один звонок у нас поступил. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, студия. Слышно? Да, слышно, слышно. Я хотела, я не знаю, как вы считаете, я не совсем понимаю, но можно объяснить? Слышно, да? Да, у вас хорошо слышно. И вот вы берете советских времен вот это положение. Давайте вот тогда вот так вот посмотрим. Вот когда у вас 1700 или там 3000, посмотрите, сколько у нас стоило продукты питания. И посмотрите, вот вы сейчас увеличили, получается, на 1/3, и сегодня продукцию, цену на продукты. И действительно, вот все задаются вопросом, как можно прожить на эти 5-6 тысяч с такой ценой. Вы сейчас берете по деньгам, но вы еще должны инфляцию сделать на продукты питания. Помимо этого, есть лекарства. Человек в возрасте уже больше нуждается в лечении, питании. Я не знаю, какой у вас расчет. Вы должны сейчас по рыночной экономике тоже смотреть. Это первый вопрос. Второе. Всем работникам увеличили зарплату 2-3 раза, а пенсию на 1/3. Вот действительно все задаются вопросом. Вот у меня вот соседи тоже сидим и вот, ну как на 5-6 тысяч прожить человеку уже в таком возрасте? Спасибо. Спасибо. Понятно, мы всегда придерживаемся того принципа, что
Да, мы учитываем, одно из условий индексации — это повышение именно индекс роста средней заработной платы по республике и плюс уровень инфляции. Я вам рассказал вначале, что в прошлом году мы смогли только на 8% увеличить, в этом году уже увеличиваем на 15%. Да, мы за ценами, к сожалению, угнаться не можем. Надо это сказать, что мы, исходя из финансовых возможностей пенсионного фонда и республиканского бюджета, в этом году мы на эти цели направляем уже миллиард 341 миллион. И нужно учесть и тот факт, что ежегодно растет количество пенсионеров. Буквально в начале года было 711 тысяч, а сегодня уже 735 с лишним тысяч. Ну, у нас в приоритете всегда стоит защита интересов пенсионеров, поэтому мы дальше будем работать над этим и будем, наверное, изыскивать средства, когда будем принимать бюджет социального фонда в следующем году. Да? Поэтому все это, как говорится, все упирается в монетку, поэтому мы будем стараться увеличивать. Вот эти данные все берутся официальные данные Национального статистического комитета. Поэтому мы ориентируемся на эти данные, на рост цен, на инфляцию, на на рост среднемесячной зарплаты. Поэтому всегда, когда производим расчеты, мы берем именно данные Нацстаткома. У нас еще один звонок поступил. Здравствуйте. Алло. Да, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, я мать-героиня. Нам будут повышать? Спасибо за вопрос. Вы получатель пенсии? Ну, получателям пенсии я вот рассказал, что в общем всем будут повышаться. Просто матери-героини, батареи, они к размеру пенсии именно получают надбавку за счет республиканского бюджета. Я в начале программы рассказал, потому что эти средства финансируются за счет республиканского бюджета, поэтому при исчислении страховых частей эти вычеты убираются. Оно составляет для матери-героинь 1000% расчетного показателя, это 1000 сомов. Где установлены районные коэффициенты, у нас есть населенный пункт, где установлены к зарплате, к социальным выплатам районные коэффициенты. Эти надбавки выплачиваются с учетом вот этих коэффициентов. Например, в Бишкеке мать-героиня получает 1000, в Нарыне уже 1500, потому что у них там 1,5 районный коэффициент. Да. Поэтому везде по-разному. Увеличение непосредственно матерям, героиням отдельно, они в рамках постановления будут всем увеличены, если получает пенсию. Есть категории, которые еще не вышли на пенсию, просто мать-героини. Эти лица пока не пенсионеры, поэтому здесь вопрос касается только действующих пенсионеров. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Вот у меня муж умер, и есть у меня сын, сыну 5 годика нам. Он у меня получает 2800. И сколько еще добавить для сына? Вы по линии соцфонда получаете? Да, по потере. По потере кормильца есть Кормильца, да. категория получателей пособий, есть категория получателей пенсий. Это зависит от наличия стажа у умершего застрахованного лица. Если человек имел стаж, то они получают у нас пенсию по случаю потери кормильца. Я вот вначале сказал, что в октябре и в январе
в октябре прошлого года и в январе этого года были повышены базовые части пенсии до определенной суммы по потере кормильца. Поэтому с 1 октября 2022 года будут повышены только страховые части пенсии от вероятной пенсии умершего супруга. Поэтому получат повышение страховых частей пенсии. Вот такое повышение существенное, это действительно первый раз? Или давно не было и уже забыли? Повышения были, но не в таких размерах. Все-таки первый раз. Нет, у нас в 2009 году было существенное повышение с 1 апреля на 12 и с 1 июля 2009 года, это уже по тем временам на 40% и на 12%. Были такие повышения. После у нас уже даже в один год 2 раза повышали. Ну, в последующем у нас уже только 1 раз вот, в осенний месяц повышение идет. Поэтому существенно за последние годы только вот в этом году. Вот сейчас много поступало вопросов, почему у меня маленькая пенсия, а у другого человека больше, вроде бы работали. И вот вы очень хорошо сказали, все зависит от того, сколько ты отдаешь. Да. Человек вырабатывает в течение жизненной деятельности необходимый стаж. Ну, вы знаете, после распада Союза у многих исчезла возможность трудоустроиться, кто-то занимается частным предпринимательством. И у нас бюджет пополняется только за счет именно отчислений. Поэтому вот то, что мы говорим, 1 341 000 000, это непосредственно собранные страховые отчисления у тех, которые сегодня работают. Трудятся. Да, это вот солидарность поколений. Мы, например, с вами работаем, мы обеспечиваем пенсиями текущих наших родителей, уважаемых пенсионеров. Поэтому все зависит от суммы, от страхового стажа и сколько человек сделал вклад в пенсионную систему. Как-то сейчас, уже сейчас, находясь еще в непенсионном возрасте, можно позаботиться о том, чтобы твоя пенсия была больше, учитывая вот эту вот накопительную систему? Это как раз таки наш призыв. Мы всегда говорим молодым нашим людям, что надо о пенсии думать с молоду. То есть открыто, работать открыто, легализованно. У нас есть секторы, где теневая экономика, и они как бы соглашаются на те выплаты, которые сегодня на руки получает. И в связи с тем, что человек до выхода на пенсию должен иметь пенсионную грамотность, мы сейчас проводим в выпускных классах студентов, курсах высших учебных заведений курсы по повышению пенсионной грамотности, чтобы они знали свои пенсионные права. То есть работаешь, значит, работодатель за тебя должен еще платить страховые взносы. Это можно сделать путем непосредственно посещения социального фонда, либо если открыли личный кабинет застрахованного лица, который можно через СОНы. Сейчас СОНы работают в таком режиме, что вы идете к ним, ну, за получением, например, паспорта. Одновременно, параллельно вы можете открыть себе личный кабинет застрахованного лица, 1 раз зарегистрироваться в системе идентификации, вам дается пароль, и с этим паролем можно в любом месте, где есть доступ к интернету, получить через приложение soцфонд.kg информацию о состоянии вашего личного страхового счета. Работодатель за вас платит или нет, проверить. Подать заявление на назначение, на перерасчеты пенсии удаленно, не посещая непосредственные офисы социального фонда, не стоять в очереди, не отпрашиваться от работы. Поэтому есть такие функции, которые можно получить путем электронного запроса. У нас работает колл-центр 1202, это прямой номер. В сайте соцфонда есть онлайн-чат, можно туда написать вопрос и в онлайн-режиме получить ответ на все вопросы.
Мы всегда готовы помочь, где-то подсказать, проконсультировать, потому что это наша обязанность. Из отсутствия, опять же, из серии отсутствия пенсионной грамотности, вот вопрос у меня возник. Многие люди, с которыми общаешься, не делают отчисления. Почему не делаешь? Кто знает, может, я не доживу. Просто так делаю. Вот развейте миф, пожалуйста. Такое время быстро приходит, оказывается. Время незаметно подходит к пенсионному. Поэтому всегда нужно думать о будущей пенсии, делать отчисления в пенсионный фонд. А в свою очередь государство путем таких инструментов, как базовая часть пенсии, все равно гарантирует определенный минимум. Конечно, да, средние размеры пенсии как бы не такие достаточные, да, вот наша радиослушательница, телезрительница сказала, что как можно прожить на такие суммы пенсии. Поэтому мы всегда стараемся хотя бы вот до прожиточного минимума. Тем более вот начиная с января 2023 года вступает в силу норма Конституции, которая гарантирует пенсии не ниже прожиточного минимума. То, о чем очень много говорили, и наконец-то это становится уже реальностью. Да, сейчас как раз таки кабинет министров рассматривает данный вопрос, потому что уже близится январь 2023 года. А между тем, многие члены Конституционного совещания очень сомневались, что это возможно сделать. Первый шаг, я думаю, что это вот это повышение базовой до 3170 сомов. Дальше будет уже принято. Ну и давайте еще раз напомним, повышенные пенсии будут Тут уже... С 10 числа начнется финансирование за октябрь месяц. И все получат уже в новых размерах. Спасибо большое. Наше эфирное время подошло к концу. Итак, с 10 октября кыргызстанцы начнут получать уже повышенные пенсии. Повышение пенсии – это один из инструментов поддержки старшей части населения страны. Явно, что только на этой мере власти не ограничатся, потому что забота о пожилых людях – приоритет не только близких пенсионеров, но и в первую очередь государства, на благо которого в той или иной степени трудился каждый кыргызстанец, который сейчас получает пенсию. Это была программа «Акцент» на телеканале «Пирамида». С вами на все времена.